Военнослужащие Назрановского полка войск Национальной гвардии Российской Федерации отметили 20-летие образования воинской части. В мероприятии приняли участие первый заместитель командующего Северокавказским округом войск Национальной гвардии России генерал-лейтенант Владимир Макеев, первый зампред правительства Ингушетии Магомед Евлоев и другие высокие гости. Им продемонстрировали образцы техники и вооружения, находящиеся в пользовании у ведомства, а военнослужащие взвода разведки и спецназа представили гостям показательные выступления. Также отличившимся росгвардейцам вручили ценные подарки и грамоты. В завершении состоялось открытие памятника погибшим военнослужащим. Гости почтили память боевых товарищей минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. В республике подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов. За последние 2 недели Ингушетия улучшила свои показатели и попала в зеленую зону мониторинга Минфина России по таким национальным проектам, как безопасные и качественные дороги, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, образование, экология. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, комментируя данные показатели, отметил, что в рамках национальных проектов в регионе реализуется широкий спектр мероприятий, направленных на развитие здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства и других важных сфер. А достижение целевых показателей нацпроектов является одним из ключевых приоритетов работы правительства Ингушетии. В Ингушетии продолжается внедрение мобильного приложения госуслуги «Дом». В приложении можно будет получать информацию о начислениях, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, передавать показания приборов учета, направлять обращения и заявки в управляющие компании. Авторизироваться можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, после чего можно начать управлять подтвержденными объектами недвижимости. Создать или подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно, следуя инструкциям в приложении госуслуги «Дом». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минтруда России об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22 лет. Последние 4 года он был 22 года. Показатель используется только при расчете накопительной пенсии. При этом она назначается мужчинам с 60, женщинам с 55 лет. Хорошие новости для любителей экстрима и природы. В Министерстве молодежной политики и туризма региона занимаются паспортизацией нового экскурсионного туристического маршрута в Джайрасском районе. Местные жители давно знают о Гелчорском водопаде, теперь же это невероятное место будет открыто и для гостей региона. Путь начинается с Асинского ущелья. Мало кто знает, что если немного свернуть с привычного маршрута, буквально через несколько метров за большими деревьями, скрыт лес извилистой тропой. Вдоль ручья можно увидеть небольшие водопады, преодолевающие каменные преграды. Пока об этой дороге, ведущей к настоящей сокровищнице, мало кто знает. Для местных и туристов это в первую очередь место слияния с природой. В Госдуме планируют разработать ГОСТ для взрослых квестов. Ранее во время пожара на квесте в Махачкале погибли 2 девушки. В 2024 году уже был введен стандарт для игр с участием детей. Он запрещает заковывать людей, а также связывать и привязывать. Кроме того, не разрешается использовать открытый огонь, горючие, химические вещества и любые виды оружия. Вопрос о введении стандарта для квестов с участием взрослых тоже обсуждался депутатами. Повышение исполнительского уровня, выявление новых талантов. В Ингушетии пройдет межрегиональный фестиваль национальных инструментов. 27 июля в 11:00 состоится межрегиональный фестиваль самодеятельных исполнителей и музыкальных коллективов на национальных инструментах, приуроченный к столетию ингушской государственности. Фестиваль пройдет на площади перед муниципальным дворцом культуры города Назрань, улица Фабричная, 3, вход свободный. Блогеров заставят получать лицензию на образовательную деятельность. В Госдуме намерены контролировать качество курсов и онлайн-семинаров. Авторы проекта также отмечают, что рынок подобных услуг в интернете очень перспективный. По итогам 2023 года выручка в сегменте составила 123 миллиарда рублей. Авторы поправок также приводят показатели прибыли самых популярных ниш онлайн-образования. Так, курсы по обучению новым профессиям принесли создателям почти 8 миллиардов рублей, по здоровью около 4 миллиардов. Курсы по предпринимательству принесли блогерам более 4,5 миллиардов рублей, а по психологии 3 миллиарда 700 миллионов.
Ингушский боксер Акрамат Гулиев стал серебряным призером всероссийских соревнований по боксу среди юниоров 17-18 лет. Соревнования проходили в Сочи и собрали более 100 юношей из 33 регионов России. Воспитанник Магомеда Леймоева выиграл серебряную медаль турнира в весовой категории до 60 килограммов.